В Ингушетии еще в начале года прошла перерегистрация получателей пособия по уходу за ребенком на банковскую карту МИР. До этого момента все 100% получателей детских пособий пользовались только услугами почтовых отделений. Таким образом, финансовая грамотность населения в Ингушетии, можно считать, вышла на новый уровень. Вопросы повышения доступности финансовых услуг, развития безналичных расчетов и непосредственно сама финансовая грамотность населения – главные на правительственном совещании. Премьер Ингушетии Владимир Сластенин еще в начале встречи напомнил собравшимся о переходе многих социальных выплат на пластиковую карту. В силу того, что многие люди не знали, как это делать, приходилось и рассказывать, и учить, и учения проводить. И в итоге в первый этап мы выдали 27 тысяч карт. Во второй этап сейчас, когда у нас начал наш министр труда выплачивать денежные средства, которые предназначаются детям, там получилась цифра карточек 49 тысяч семей. Таким образом, людей на «ты» с банковскими операциями стало немного больше. Сейчас, по цифрам Сбербанка, доля безналичных операций составляет 12%. О мероприятиях, направленных на повышение доступности финансовых услуг и развитие безналичного расчета, рассказал исполняющий обязанности управляющего отделением Национального банка Ингушетии. В Республике Ингушетия, повышая финансовую грамотность населения, представляют следующие предложения. Первое. Реализовать на территории Республики Ингушетия мероприятия, направленные на увеличение доли безналичных платежей в учреждениях здравоохранения, образования, в сфере оплаты услуг ЖКХ, в аптеках при оплате налоговых платежей. Что касается именно по безналичным платежам здравоохранения, образования, и транспорта в том числе, у меня больше хотел бы обратиться к здравоохранению, наверное, сейчас не до нас, здесь присутствует здравоохранение. Конечно. Я извиняюсь, да? Присутствует. Да? Я хотел бы к ним обратиться, пользуясь случаем, и поблагодарить за их огромную работу, которую они в регионе, да и в целом в стране провели. Я имею в виду в связи с этой заразой, которая вмешалась в нашу жизнь. И многие моменты жизни, и проекты, и работу, была некая стагнация, сейчас второй этап. Поэтому хотел бы обратить их внимание, если есть возможность, мы готовы с банками в любое время, когда вам будет удобно прийти, проработать вопрос обеспечения эквайрингом оборудованием, наши медицинские центры. Свои предложения на совещании представил и Сбербанк. Так, например, проект «Безналичная республика» ставит перед собой такие задачи, как увеличение налоговых поступлений в бюджет, развитие фокусных отраслей, как розничная торговля, образование, ЖКХ. Также представитель банка напомнил, что в регионе всего работает 455 банкоматов для обслуживания клиентов. В этом году, по прогнозам специалистов, безналичный оборот должен вырасти до 1 миллиарда рублей. Но это, опять же, всего лишь капля в море по сравнению с нашим основным безналичным торговым оборотом. 88%, 23 миллиарда рублей у нас идет все в наличном обороте. Работу по увеличению количества устройств эквайрингового обслуживания проводит и региональный филиал Россельхозбанка. Речь идет о специальных терминалах, с помощью которых можно расплачиваться в магазине безналично. Правда, многие предприниматели не хотят переходить на эту систему. Одни из-за отсутствия электронных касс, другие просто не хотят платить специальную комиссию. Также имеет место желание предпринимателей получать оплату за свои услуги на личную банковскую карту, что в целом является нарушением инструкции Центрального банка Российской Федерации номер 153И от 30 мая 2014 года, который гласит, что текущий счет открывается физическому лицу для операций, не связанных с предпринимательством. Подобного рода действиями владелец карты рискует попасть под подозрение в нарушении федерального закона номер 115 ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Для решения подобных проблем и реализации проектов по развитию системы безналичной оплаты услуг населением необходима совместная работа кредитных организаций с главами администрации и муниципальных образований. На данный момент торгово-сервисных предприятий республики установлено порядка 30 данных аппаратов. Также проводятся переговоры с отделением многофункциональных центров МФЦ в целях установки платежных терминалов данных отделений. В этом году все же людей, пользующихся безналичными платежами, стало на порядок больше. И все из-за пандемии. Ведь даже Роспотребнадзор подтвердил тот факт, что коронавирус может передаваться через бумажные купюры и рекомендовал пользоваться только безналичной формой оплаты. Так или иначе, работа по повышению финансовой грамотности населения предстоит большая. Зельмхан Калуев, Ахмед Кандаров, Новости 24.